Наш эфир продолжает программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Якутске до 1 июня проходит ежегодный трехмесячник санитарной очистки, контроль за работой предприятий, организаций и коллективов. Во время санитарного трехмесячника возложен на штаб, руководителем которого назначен временно исполняющий обязанности главы города Якутска Роман Сорокин. И сегодня он гость нашей студии, и об этом мы поговорим. Роман Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день, Иван. Расскажите, пожалуйста, какие службы городского хозяйства вошли в состав этого штаба, который осуществляет контроль? Ну, если перечислять все организации, это очень долгий список. Это, по сути, все наши городские хозяйства и предприятия полностью. Из организационных это, в первую очередь, служба эксплуатации городского хозяйства и территориальные органы управления. По сути дела, все управы. Так же, как я уже сказал, все наши организации, в том числе Роспотребнадзор по Республике Саха-Якутия, также включен в этот штаб. Я знаю, что разработан план мероприятий по очистке города. Какие мероприятия в него вошли и должны быть проведены предприятиями и организациями столицы? Туда вошли все наши традиционные, по сути дела, мероприятия из года в год, которые проходят. Это такие мероприятия, как зимние виды работ по уборке, уборка снега в первую очередь, как с дорог, так и с прилегающей территории, в том числе внутридомовые территории у нас, уборка снега непосредственно с крыш, наледи, где были утечки, соответственно, все это убрать. Как управляющая компания, так и все службы городского хозяйства. Вот снегоуборочная техника работала всю зиму, но активизировались в этом месяце очень серьезно. Я бы сказал, скажите, кто должен убирать снег с крыш, с придомовых территорий? Ну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, непосредственно эксплуатация и обслуживание жилого фонда многоквартирного, эта обязанность полностью возложена на собственников. Собственники, в свою очередь, безусловно, пользуются таким правом, как нанимают управляющую компанию, которая организует этот процесс, либо обслуживающая организация, либо товарищество собственников жилья и все тому подобное. По сути дела, именно уборка с крыш на сегодняшний день, как мы любим говорить, возложена обязанность на управляющую компанию. В том числе и придомовую территорию тоже обязанность на управляющую компанию. По тем местам, которые земли закреплены за муниципалитетом, эту работу осуществляем мы. Наверняка в городе есть и спорные территории, за которые, в принципе, никто не отвечает. Как быть здесь? Кто должен за них отвечать? Вы знаете, все такие моменты, их, слава богу, не так много у нас на сегодняшний день. По сути дела, мы эти обязательства берем на себя и убираем спокойно. Ну, если уборка состоялась, но есть какие-то нарекания, кто отвечает за качество проведенных работ? Что касается непосредственно по качеству, здесь у нас в рамках оперативного штаба нашего, который проходит практически в режиме ежедневном, кроме выходных, и то и выходные мы скоро перейдем на это дело, потому что, как вы видите, у нас на улице уже теплеет, и, соответственно, время на уборку снега, вывоз его, соответственно, точно так же и наледи, остается у нас все меньше времени, соответственно, нам необходимо уже готовиться к пропуску талых вод. Что касается по контролю, осуществляют у нас на сегодняшний день территориальные органы управления сами, управы. И им же в помощь оказывается содействие службы эксплуатации городского хозяйства. Также в рамках контроля выполнения всех необходимых мероприятий в рамках действующего законодательства и в соответствии с санитарными нормами и правилами, действующих на территории Российской Федерации, осуществляют такие организации и структуры, как Роспотребнадзор. Они не просто так входят в наш штаб. Далее по Якутский комитет охраны природы, ЯКОП, Министерство экологии и природопользования Республики Саха-Якутия. Также контролем осуществляется непосредственно административная комиссия города Якутска и управление муниципального контроля. В принципе, структура, осуществляющая контроль, а также выявление, скажем так, где у нас имеются определенные вопросы по санитарной очистке, их предостаточно. А вот если все-таки у граждан есть вопросы качества выполненных работ, то куда им можно обратиться со своей претензией? Граждане могут обратиться как на сайт окружной администрации, в том числе позвонить в единую дежурную диспетчерскую службу, подать свою заявку о том, что имеется. В том числе у нас имеются социальные сети. Есть социальные сети территориальных органов управления и в том числе службы эксплуатации городского хозяйства. Вся информация будет передаваться в наш штаб для принятия соответствующих действенных мер.
До наступления дней, когда будет держаться стабильный плюс и все начнет активно таять, все, что еще не успели убрать, меньше 2 месяцев осталось. И резонный вопрос, хватает ли сейчас тем организациям, которые занимаются уборкой и вывозом снега, техники? Нет ли каких-то проблем? Что касается непосредственно, скажем так, на сегодняшний день реализации этих планов, по информации, которую мы получаем в ежедневном режиме, выполнение уже составляет около 61% по вывозу. По снегу у нас практически работы завершаются, все зависит от матушки природы. Соответственно, если будут осадки, мы это оперативно отработаем. В принципе, мы поменяли методику и подход к санитарной очистке тех же дорог, тех же улиц. Больше охват у нас на сегодняшний день непосредственно проходит на пешеходные тротуары. На сегодняшний день это, скажем так, центральные улицы, это не только проспект Ленина, ежегодно, который убирается, это и ближайшие улицы, и Пояркова, и Орджоникидзе, и многие другие улицы, в том числе и Курашева. Поэтому работа в этом плане у нас усилена. По касаемо спецтехники, техники полностью у нас хватает. Приведу даже просто простые цифры. Если мы обычно в месяц вывозим, грубо говоря, максимально, который мы рекорд для себя видели, это 70-80 тысяч метров кубического снега, то только наше предприятие, одно Якутдорстрой, за февраль вывезло 111 тысяч кубических снега. Плюс также усилились организации сторонние, независимо от формы правовой, юридического своего статуса, в том числе и управляющая компания, на сегодняшний день очень активно осуществляет вывоз данного снега. Техники специализированной хватает, предостаточно, мы это видим на сегодняшний день. Вот что касается вывоза, нет да нет, в информационном пространстве возникают вопросы какой-то околоэкологической или экологической тематики. Все переживают, что не совсем это хорошо. Как складируется снег, куда он вывозится и не представляет ли это каких-то угроз окружающей среде? Ну, смотрите, снег, который завозится на полигон складирования, соответствующий, который у нас определен на территории района ГРЭС, 50 лет советская армия рядом с жилым домом, по сути дела, снег принимается только с учетом анализа. То есть предварительно берутся анализы, сдаются, соответственно, на проверку и, соответственно, получаются соответствующие документы. Потому что там не содержится каких-либо фекальных сточных вод, загрязнений, только чисто песок, пыль, которая у нас присутствует на сегодняшний день, ну и сам, безусловно, снег. То есть, в принципе, проверка и контроль выстроены таковым образом, непосредственно на самом полигоне при приемке и складировании данного снега. Вот если с дорогами и придомовыми территориями многоквартирных домов более-менее все понятно, то как быть жителям частного сектора, у которых этот снег копится всю зиму и создает по весне серьезные проблемы? По сути дела, правила благоустройства, которые у нас действуют на территории городского округа, они едины для всех, в том числе и для собственников частных домовладений, которые проживают непосредственно в них. Правила единые. Снег необходимо вывозить на соответствующее место складирования. Более того, я вам скажу, то, что мы на сегодняшний день приняли для себя такое решение, то, что мы открыли дополнительные еще места накопления снега по согласованию, соответственно, Якутским комитетом охраны природы Республики Саха-Якутия. У нас дополнительно такое место открыто в Хатасах, далее в Тулагино-Кельдямцах, в Кангаласах и, по-моему, еще и в Табаге. Но в Табаге, по-моему, не там. Поэтому у нас дополнительно такие места есть, и жители могут спокойно туда вывезти. Вывоз данного снега здесь, во-первых, по стоимости становится экономичным, возможным и, соответственно, доступным. По большому счету, в случае невывоза, непринятия соответствующих мер, соответственно, проводятся соответствующие рейды и даются для начала предписания. В последующем случае невыполнения данных предписаний со стороны собственника, которые вывезли со своей дворовой территории снег на общую территорию, как правило, это на улице, мы применяем административные меры в соответствии с действующим кодексом Республики Саха-Якутия. Ну, вот, закрывая снежный вопрос, хочется спросить, а нет ли каких-то, может быть, инновационных новых предложений по этой проблеме, как, например, может быть строительство какого-нибудь снегоплавильного завода, как это в центральных городах России, или в принципе пока у нас все стабильно и хватает всего? Вы знаете, если сравнивать, скажем так,
площадь уборки по снегу Москвы, там город, да, там Санкт-Петербурга, Новосибирска, у них, понятное дело, то, что возникает такая потребность плавильная. Во-первых, у них и обработка дорог противогололедная идет с соответствующими химическими реагентами. У нас все это натурально, это речной песок, и, соответственно, я такой потребности не вижу на сегодняшний день. Но при этом определенные требования к полигону на сегодняшний день, нашему городскому основному, есть определенные требования, безусловно, в которых рамках с природоохранными экологами мы в скором времени будем однозначно решать. Как бы планы есть и на сегодняшний день, что необходимо сделать, это будем делать. Ну, кроме снега, в рамках трехмесячника есть еще много других мероприятий. Давайте поговорим о них. Планируется ли, например, привлечение волонтеров к каким-либо мероприятиям и, может быть, каких-то общественных организаций? Ну, смотрите, что касается непосредственно, уже закончим точку, да, поставим Да, на снеге. снег, Если всё. говорить про снег, то, соответственно, привлечение волонтеров без, скажем так, снабжения их специализированной техники, это будет малоэффективно. Поэтому городские и коммунальные хозяйства обеспечены соответствующей техникой и работу это проведут самостоятельно. В рамках подготовки празднования тех или иных мероприятий, как, например, 1 мая, 9 мая, у нас всегда ежегодно проводятся городские субботники, где привлекаются и организации, и общественники, и все другие. Там, где, ну, скажем так, не требуется специализированной техники, которая на сегодняшний день имеется у наших коммунальных служб. Но вот при привлечении общественников и волонтеров существует ли какая-то система поощрений за их труд, которую людям, может быть, которые даже просто по своей инициативе, без, скажем так, громких призывов, просто выходят и убирают мусор? Как-то есть им помощь? Ну, смотрите, что касается поощрения, вот у нас третья среда, точнее, третье воскресенье ежегодно, марта, да, отмечается профессиональный день работника жилищно-коммунального хозяйства. И в рамках данного празднования мы, безусловно, благодарностями, письмами, грамотами, и не только от окружной администрации, но и от Якутской городской думы, и от Государственного собрания УТМН, и профильного министерства, всегда стараемся поощрить людей, похвалить их, соответственно, их труд. Как вы помните, в прошлом году даже по инициативе, собственно, жителей тех или иных домов были сделана довольно-таки интересная акция, где поблагодарили дворников. Потому что действительно на сегодняшний день труд дворников, он неоценим. И каждый день, выходя как в собственный двор, гуляя по городу, по нашим улицам, безусловно, стоит вопрос, чтобы было чисто, приятно и было очень хорошо и удобно ходить, соответственно, получать удовольствие от этого, а не каждый раз обращать внимание на то, что там или тут грязно. В этом плане мы на сегодняшний день поставили для себя задачу, принято такое решение о том, что покупаем специализированную технику для наших дворников муниципальных. Это небольшое количество, 18 механизмов, установок для именно подметания тротуаров, по которым ходят люди. Притом это будет современная техника, которая не будет создавать пыли при уборке. Это очень важно. Да, будет поливка, соответственно, прежде чем будет механическое подметание. Ну и, соответственно, сразу же складируем соответствующий бункер. Такие механизмы мы должны в ближайшее время приобрести и до наступления, скажем так, теплого периода года в городе Якутске их поставить и передать нашим территориальным органам управления. В том году мы такую же одну установку, по сути дела, уже предоставили. У нас один округ, самый сложный строительный округ. Это, правда, была благотворительная акция со стороны одной организации. В принципе, мы посмотрели эффективность ее и загорели желанием именно в этом году тоже дополнительно, скажем, уже за счет бюджета приобрести и снабдить. Такая нам потребность есть. Роман Сергеевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо и вам. Это была программа «Актуальное интервью». Как проходит трехмесячник санитарной очистки в столице региона. Об этом мы говорили с временно исполняющим обязанности главы города Якутска Романом Сорокиным. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.